Брошь – это один из самых известных аксессуаров в гардеробе у женщины. Именно с помощью такой красивой броши можно из женщины превратиться в настоящую леди. Сегодня мы вновь находимся в творческой студии Юлианы Ким. И именно Юлиана Ким расскажет нам, как же можно сделать вот такой красивый цветок, собственно, своими руками. Юлиана, здравствуй. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуй, Даша. Да, мы будем делать подобный цветок объемный, но только будем делать розу. А здесь у нас что? Ну, это вот больше похоже, наверное, на пуансеттию, да? Но вчера я посмотрела в интернете похожий цветок, морозник называется. Ну, он не популярный, он мне пришел действительно просто из головы. Я ни на что не опиралась, да, сделала его таким. А ведь сейчас это очень модно, да? Вот да. Такие объемные броши. Ну вот смотрите, допустим, можно носить вот как брошь, да? Да. Но это тренд сезона этой весны, и этой осени продолжается он. Его можно носить также с пиджаками, ну, с любой одеждой. Он ваш образ сделает загадочным. Можно сделать немножко поменьше и в виде чокера. Вот сюда, да? Тоже модно очень, да, сейчас? То есть прикрепить в виде такого. Делать мы будем его из такого материала, который называется фоамиран. Слышала вот про он такой? везде. Ну, я примерно, да, представляю себе, что это такое. Но, по сути, это, если проще говорить... Мягкая бумага. Мягкая бумага. Вот, нам сегодня понадобится белого цвета фоамиран. Толщиной он 1 миллиметр, то есть он не толстый, бывает потолще, ну, 2-3 миллиметра. Также нам в работе понадобится клей-пистолет, зубочистка, сухая пастель, влажная салфетка и кусочек фольги. Вот также линейка, ножницы и о чем я еще забыла сказать? Ну, зубочистки, да? Забыла сказать. Приступаем. Так, смотри, нам нужно сделать несколько лепестков 5 на 5. Мы берем линейку, берем зубочистку, мы делаем вот так вот линии, не карандашом, а именно зубочисткой. Почему? Потому что карандаш, он оставляет темные следы, а зубочистка нет. Ну, у нас такая пористая, да? Да, мы сделаем несколько кусочков 5 на 5 и несколько кусочков 3 на 5. Давай, 3. 3,5, извини, 3,5 на 3,5. 3,5 на 3,5. Так, мы берем фольгу, отрезаем небольшой кусочек, ну, отрываем. Нам нужно сформировать основание бутона. Нам нужно сделать капельку. Да, чем еще хороший этот материал фоамиран, он легкий. То есть, когда брошь на одежде, она не будет тяжелой. Объемная, да? Хоть она и объемная, но она очень легкая. Вот, мы сформировали такую капельку, которая нам в будущем пригодится. Это будет центр нашей розы. Чем тоньше материал, тем реалистичнее будет выглядеть наш цветок. Поэтому я выбрала фоамиран размером, толщиной 1 миллиметр. Отрезаем, да? Отрезаем кусочек. Таких кусочков, наверное, сделаем штук 20. А потом посмотрим, если что-то нам понадобится, мы потом еще отрежем. Вот у нас такой квадратик получился. Теперь нам нужно закруглить 3 угла. 3 угла. То есть низ держим и начинаем отрезать. Вот первый угол закруглили, второй угол закруглили, третий угол закруглили. У нас получился вот такой вот лепесток. И сейчас мы делаем в центре углубление. То есть продавливаем, да? Продавливаем, да. Не бойся, можешь посильнее тянуть. Вот. А верхушку мы вот так вот, ну, можно даже вот так, наверное, гармошкой сложить и промять ее надо, хорошенечко промять. Верхушку. Гармошкой сложили, промни. Может быть, ты не обращала внимания, но лепестки на розах, они немножко как будто бы помяты. И мы должны придать этому лепестку
максимальную реалистичность. Такой очень податливый, да, материал. Он тянется, продавливается, в принципе, да? Мгм. Также в работе с ним используют утюг, обычный утюг. Вот. Некоторый материал, его нужно предварительно прогреть. Вот. При помощи губки и при помощи утюга вот так прикладывается, оно прогревается, и потом уже придается форма. Но в нашем случае попался такой фоамиран, который не требует нагревания. Вот. Таких мы сделаем 20 штук. Больших и маленьких. Почему-то он у меня мятый, не гладкий. Ну. Потому что у меня ногти. Ну, ничего страшного. И вот эту вот верхушечку мы должны немножечко вот так подогнуть. Не только подмять, но и подогнуть. А он потом не вернется в прежнее состояние? Нет, он вот такой вот, как ты его сделала, он такой и останется. Так, для того, чтобы обклеить нашу капельку, нам нужно еще 2 таких маленьких лепесточка. И когда мы будем его приклеивать, мы приклеиваем сначала чуть выше середины, потом на серединке, в шахматном порядке приклеиваем, и потом уже ближе к нижнему краю. Это делается для того, чтобы сделать эффект раскрытия. У нас же розочка, она постепенно раскрывается. Сначала там она немножко закрытая, потом она самые крайние ее лепестки, они более такие раскрытые, как будто лежат на поверхности. Ну, можно еще, конечно, сделать чашелистник, но в этом нет необходимости, потому что его не будет видно. Ну, при желании можно. Так, я тогда вырезаю. Да, ты пока вырезай. Можно даже вот так вот, чтобы по одной штучке не вырезать, сначала нарезать полоску и эту полоску, потом уже вот так вот. На глаз, да, На можно? глаз, да. Ну, то есть, если лепесточки будут разных размеров, ничего страшного, потому что роза в природе не бывает одинаковых. идеальных форм, да. Опять же, это вот история про то, что приятно работать с таким материалом, где есть, так сказать, обратимость. Да. То есть, ну, чуть-чуть не то, чуть-чуть не того размера, чуть-чуть неровности, все здесь допустимо. Да, и чтобы ускорить процесс, еще можно один лепесток на другой наложить и вырезать. Вот так. Из такого материала делается, вот, допустим, не только броши, да, но и заколочки, какие-то сережки. То есть удобный материал, да, Да. вот именно для таких целей. Он, видишь, из него можно сделать хоть что. Он может принять, на самом деле, любую форму. Но можно также еще использовать специальный молд. Молд – это такая формочка, да, которую нужно, вот, допустим, ты нагрела фоамиран, положила на губку, положила листочек и придавила вот этим молдом на них, потому что, вот, допустим, если ты делаешь лепесток, прожилки такие специальные, да, и она оставляет след. Если ты хочешь сделать цветок какой-то другой, например, там, ну, допустим, орхидея, да, у которой какие-то там есть прожилочки или какие-то складочки, да, вот у розы, допустим, достаточно рук твоих, а для каких-то цветов, чтобы им реалистичность придать, нужно использовать молд специальный. Так, я сегодня буду видимо, на квадратиках. Вот. Ну, вообще, я видела вот такие броши, да, их носят довольно-таки известные люди, например, актрисы Сара Джессика Паркер, я видела, Виктория Бекхэм. В общем, они очень популярны. Любой вообще цветок, когда он на твоей одежде, будь то роза, будь то что-то другое, да, то он очень будет выглядеть модно, по-современному. Вот, его, в принципе, делают из любой ткани, не только из фоамирана. Из капрона, из атласной ленты, даже из джинсы. Из чего еще? Из фетра я видела. Вот. В общем, нет предела совершенства.
твори и твори, да? Да. Но техника, она похожа, да? То есть сначала нужно сделать лепесточки и потом Да. правильно собрать розу. Мгм. Да, заранее. Сначала, ну, так проще работать. Я вообще люблю так делать. Сначала делаешь заготовки, чтобы к Мгм. ним потом не возвращаться, а потом уже начинаешь к формированию самого Мгм. бутона. Так, итак, я вот покажу. Сейчас мы начинаем обклеивать нашу капельку, нашу, так сказать, серединку. Самое бутончика. главное начать Да. правильно, да? Мгм. Мы наносим на центр клей, горячий клей. Так. Прикладываем немножко, ну, на несколько там, ну, на полсантиметра выше, чем капелька. Вот так. Теперь по бокам наносим клей. Итак, 3 лепестка у нас уйдет на обклеивание нашей капельки. Основание бутона. Вот так. И снизу. Он должен плотно прилегать. Так, теперь берем второй. Напротив первого, тоже так же немножко отступив. Так. Вот так. И по краям. Все понятно. Нужно. Ну, то есть мы фольгу должны максимально скрыть. Мгм. Но она у нас как вспомогательный материал идет, Мгм. чтобы наполнить, да, объем сделать. И еще один, третий, последний. Тоже клей посерединке. И по краям. Да, работать с клеем тоже нужно максимально аккуратно, потому что можно обжечься. И снизу. Вот. Основание у нас готово. Мгм. Вот так вот Еще получилось. раз напомню, сколько должно быть 3. лепесточков? 3 лепесточка достаточно. Мгм. Так, и я сейчас продолжу формирование лепестков остальных. Мгм. Ну, давай 20 пока сделаем, да? 20 пока сделаем. Эту я пока отложу в сторонку. Так, и продолжу. Я делала, кстати, с фоамирана сардану. Якутский цветок. Тоже в Не конце сложно? передачи покажу. Нет. Еще один момент, который я забыла сказать. Вот смотрите, у нас, ну, вообще в природе белые розы существуют, да, но Мгм. они всегда у нас идут с каким-то отливом. Да, зеленоватым. желтым. Зеленоватым, розоватым, оранжевым. Чтобы сделать такой эффект, мы можем покрасить наш фоамиран, используя сухую пастель. Но она Мгм. еще бывает масляная. Если масляная, то влажные салфетки не нужны. У Мгм. нас сухая. Берем влажную одну салфеточку. И те лепесточки, которые мы уже обработали, Мгм. мы начинаем прокрашивать. Вот, взяли. Ну, давай, какой сделаем? Какой отлив сделаем? Зелененький. Зелененький? Ну, давай. Да. Вот. Берем вот так вот салфеточку влажную, наносим на нее пастель. Мгм. Потом, наверное, нам понадобится бумага. Уже обработанный лепесток. Берем и вот так вот аккуратненько прокрашиваем. Мы прокрасим только маленькие, большие не будем. Вот так получилось. Мгм. Мгм. Вот. Маленький у нас сколько штук? Тоже 20? Так, давай маленьких сделаем 13. Это, напомню еще раз, длина какая была? 3,5 на 3,5. Мгм. Так, я сейчас обработаю сначала все лепесточки, Мгм. придам им такую потертость, а потом я их все прокрашу. И уже приступим к формированию самого бутона, да? Ну вот бывает производство иранские, да,
Фоамиран считается самый лучший. Мгм. Но также у нас российское тоже производство есть, неплохие. Самое главное это вот по толщине смотреть. Мгм. Чем тоньше, тем с ним вот, он быстро принимает форму, удобнее работать. Податливый, да? Да, тем он податливый. Фоамиран еще бывает еще и с этим, с глиттером, ну, с блестками, да, Мгм. различные. В наше детство таких материалов не Да, было. Максимум Бумага цветная. бумага. И то только бумажная, да? Это сейчас она есть там зеркальная, гофрированная там, да? мгм. А у нас просто была одна бумага. И вот все цветочки делали просто из одной бумаги. А сейчас твори не хочу, да? Да. Есть и такие, есть и такие. Можно сделать вообще максимально реалистичную розу, ну такую интерьерную, чтобы вазу Мгм. поставить. Вот не отличишь от настоящей. То есть это нужно будет сделать этот ствол, Мгм. листья и даже шипы можно сделать. Мгм. Мгм. Вот еще, кстати, некоторые красят фоамиран. Ой, не красят, а лакируют, чтобы потом можно было пыль легко, А, ну, как бы протереть пыль. ну да, минус, наверное, его, вот, допустим, в белом цвете, да, Мгм. что оно, наверное, со временем все равно цвет. Нет, в немножко принципе, если он у поменяет. тебя будет лежать где-то в шкафу, то ничего страшного. А вот Мгм. интерьерные розы, которые всегда на виду, Мгм. вот они стоят в вазе, то они, конечно, опылятся, да? Вот. Вот смотрите, я вам обещала показать, тоже сделанный из фоамирана. Это сардана, наш якутский цветок. Тоже использовалась пастель. Тут внутри прокрасилась оранжевым, видишь? Мгм. То есть она не розовая, не красная, а внутри вот такая. И используется вот такой, как он называется? Флористическая проволока, да? Мгм. Флористическая проволока и бусинки. Ее можно также просто в вазочку поставить, Мгм. можно вот так вот, на платьишко прикрепить, как брошь. И вот еще из фоамирана девочки делают заколочки. Мгм. Делается 3 элемента в виде флажка, в виде очков, которые потом соединяются в бантик, и в Мгм. виде такой вот дорожки. Потом все это дело приклеивается к резиночке. Мгм. И довольно-таки красивая получается вот заколочка. У нас даже получилось и средние, и еще большие. Ну ладно, нормально. Даже лучше так. Да. Ага. Потому что роза, она же вот такая вот раскрывается постепенно. Вообще можно любого размера на самом деле делать. Мгм. Можно вообще такую большую-большую сделать. Но мы сделаем маленькую, потому что на чокер, да? Мгм. Ну, очень нежный такой, видишь, материал. Мгм. Если там чуть-чуть ноготь след оставляет сразу, Мгм. попадает. Вот поэтому у меня и не получается вытянуть так это, А. потому что Ну хорошо, протыкаю. хорошо, я тогда эту миссию на себя. Да, да, да. То есть хотите работать с таким материалом? Имейте короткие ногти. Да, 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 да. Ну, получается, что если в каждой передаче ты Мгм. учишься чему-то новому, ты уже мастер на все руки, Да, кстати говоря, ну знаешь, ты чувствуешь себя таковым. да, универсальный человек, да, нет. Кстати говоря, вот все-таки, опять же, да, когда человек творческий, да, ну вот именно прям ему это все интересно, то, конечно, мне кажется, результативность она лучше, и к чему-то ты там прям усердно. А когда это все пускается на поток некий, Мгм. знаешь, сегодня одно сделала, завтра другое, потом еще третье, четвертое, пятое, очень сложно к чему-то, к одному вот прям увлеченно относиться. Ты знаешь, ну, некоторые забывается. И вот, допустим, проходит год-два, Мгм. ты возвращаешься опять на какой-то мастер-класс, Мгм. который, в принципе, уже был в твоей жизни. Но Мгм. все как заново, по-новому. Мгм. По-новому. Немножечко все это
как-то подзатирается, что ли. Поэтому сказать так, что прям все могу, все умею в жизни. Ну, а тебе что-то пригодилось? Ну, кстати, я бы сказала, наверное, все понемногу, потому что в рамках этого проекта-то, конечно, мы же не ограничиваем себя только вот изготовлением декоративно-прикладного искусства. Мы готовим, мы и, ну, благо, что не пляшем. А так, конечно, все, что можно сделать своими руками, поэтому и программа-то называется «Мы вам покажем». То есть, конечно, ну, интересно работать с такими материалами, которые ты не встречала. Вот даже сейчас, к примеру, да, работать очень интересно, это затягивает. С фоамираном раньше не работала? Нет, первый раз. Нет, использовали мы его в качестве там подложки для изделий из бисера, было такое, да, но чтобы из него что-то изготавливать, он был как такой дополнительный какой-то элемент, такой же, как, допустим, скотч, клей и так далее. А чтобы его использовать как полноценный отдельный вид искусства, нет. Очень интересная вещь. Ну, кстати, броши я видела в продаже где-то. Кстати, они очень дорого стоят. Да? Да, я вчера в интернете видела, одна роза 13 тысяч на сайте у какого-то известного модельера. А вот можно же самим сделать.